архиепископа Микаэла Аджапаяна было под пристальным вниманием общественности. И эти 10 судебных заседаний, которые длились очень в плотном графике, лично я и очень многие мои коллеги пристально следили. Я не видел никаких оснований для оглашения этого обвинительного вердикта, но с самого начала было ясно, что этот вердикт уже написан и только надо добавить дату. То есть поведение как судьи, так и политических деятелей, пропашиняновских политических деятелей говорило о том, что у них уже есть политическое решение, что должен быть обвинительный приговор в отношении архиепископа Микаэла Аджапаяна. Единственный вопрос, который остается, это будет ли приговор реальным сроком наказания или будет принято другое решение. Но, повторюсь, это судебное дело было сначала, с самого первого момента его возбуждения, очень политизированным. И я не думаю, что мог быть другой исход, чем тот обвинительный вердикт, который мы сегодня заслушали. То есть, с одной стороны, чисто юридически никаких оснований не только для обвинительного вердикта, но и вообще для этого дела не было. С другой стороны, весь ход судебного заседания говорил о том, что и вердикт, и приговор уже готовы, и просто надо добавить дату. В первую очередь надо отметить, что эта статья предусматривает как наказание в виде лишения свободы, так и альтернативные наказания, начиная с штрафа. Я думаю, что, судя по тому, что судья с первого же дня не изменил меру пресечения, арест, я думаю, что будет назначено наказание в виде лишения свободы. Но будет ли это наказание реальным или условным, то есть Микаэл Аджапаян будет освобожден, я до конца не уверен. К сожалению, все идет к тому, что будет реальное наказание, так как мера лишения свободы начинает от 2 до 5 лет. Я думаю, что-то больше к 2, чем к 5. То есть это будет примерно 2-2,5 года лишения свободы по моим довольно-таки не оптимистическим прогнозам. Я уверен, что это было ясно и невооруженным глазом, что есть давление. Может быть, это давление оказано в самом начале, может быть, какие-то другие вопросы, но ясно, что мы не имеем дела с беспристрастным судом, который имеет доверие у обеих сторон и у общественности.